Добрый день, уважаемые гости! Рады приветствовать вас на нашей благодатной земле. Ответите, пожалуйста. Глава. Спасибо. Специально для вас. Пожалуйста. Кадр. Вы тоже стойте. Вот здесь замкнитесь. Вот, ага. Ты, наверное, сегодня оторвешься? На неделю не уходи? Это нас как раз в историю попали. Наконец-то приехал. Как это здравствуйте? Привет. Лет несколько не увидишь и не узнаешь. Ну, я сегодня только Конрадчу рассказывала, говорю, это свой. А где содержится? Ну я не знаю, я ни к себе не принадлежу. Нет. Должен. Зайду. Если заберете меня. Люба только Заберем. вот так могу прислать. Да. Заберем. Уважаемые гости, давайте заходим в музей. И вот там Лера Николаевна, наверное, отвлекла. Нет, а начинают детки, Я же вот эту форму, по-моему, оставлял. Это моя, да? Уважаемые гости, жители нашего села, поздравляю всех односельчан и гостей села с Днем села. Спасибо, дорогие гости, что приехали к нам разделить с нами радость. Желаю вам хорошего настроения, теплых, радостных встреч с близкими, с родными местами и приятных воспоминаний. А родному селу хочется пожелать, чтобы в нем никогда не смолкали детские голоса, и чтобы все были счастливы и здоровы, и жили дружно. Пусть наше село процветает и становится с каждым днем все краше и уютнее, и пусть его заселяют добрые люди, любящие свою родину, ее историю и традиции. С праздником! Вас приветствует сегодня коллектив
и дети села Кожай-Семеновка. Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка и лесок, в поле каждый голосок. Речка, небо голубое, это все мое родное, это родина моя, всех люблю на свете я. Как не любить мне эту землю, мой друг, что может быть милее бесценного родного края? Там солнце кажется светлей, там радостней весна золота, прохладней летний ветерок, душистят цветы, там холмы зеленее, там сладости звучит поток, там соловей поет звучнее. Село родное, здесь мы живем, здесь наше сердце, наш отчий дом. Погаснут звезды, придет рассвет, прекраснее места на свете нет. Праздник придет родному селу, мы славу и честь воздаем. Мы трудимся, учимся, любим и дружно живем. А праздник придет, и все вновь соберемся сюда, что вместе сказать: с днем рождения, моя Песня «Родина моя». Играй-ка, балалайка, балалайка, свистуля.
Красный бодр на пере, как лоса, как мантоматы. В горлах юных курбелев, это полный куртку латы. Не команда ючинады, танц курза курился не. Жаркума, удар на хамы. Хебеле, шутка сына, оспушрага, кажет мать. Чун хавали беде парка, черепеде шельковат, это полный куртку латы. Меньше ваш чужие наш чуплече вашана, ерензе боксай лепки, утеши вашана. Пиши видео коммунисту, пушана кулантуа, тут тиши, тут таши, эбер полна, тут кулантуа. Представлю экспонаты музея Кажа-Семеновской средней школы. Почему мы здесь выставили эти экспонаты? Наша школа реорганизована, потом она была закрыта, поэтому эти экспонаты частично мы демонстрируем в фойе клуба. Начну я коротко, конечно, чтобы не занимать много вашего внимания, об истории села. Первые поселенцы Кажа-Семеновки были Богдан и Семен. Они поселились в местечке Кыркалмаз. Земляки знают, где это место. И земля была очень неплодородная, поэтому они перемещались с места на место. Семен и другие, меняя место жительства, Кажай-Тамак, наконец, поселение стало называться Кажай-Семеновка. Чем занимались жители? Это земледелие, скотоводство, ремесло, добыча медной руды. На территории нашего села есть так называемое место Медная руда. Там погибли, по легенде, шахтеры, которые добывали эту медную руду. И медная руда доставалась для переработки в другие места на лошадях. Тогда был конный вот такой перевоз. Ну, когда прошла гражданская война, голод 21 года, началось становление сельского хозяйства в деревне. Вы видите удостоверение о принадлежности к середняку 1934 год. Извещение о страховании имущества 28 года. В 30 году организована была артель «Калиновка». Почему она так называлась? В селе было очень много калины и решили назвать Калиновка. В 1934 году она переименована в колхоз «Комсомолец». Здесь вы видите первых председателей. Это Матвеев, Михайлов, Яковлев, Никитин и многие другие. Создавались бригады и механизаторов. Вы здесь видите огородные бригады с супругой, бригадир, трактористы, комбайнер, бригадир полеводческой бригады. Далее я перехожу к истории школы. Ну, все это буду я говорить поменьше. В общем, царизм, церковь душили малейшие ростки просвещения. И была сначала в деревне церковно-приходская школа. В конце XIX века в числе одноклассных училищ школ духовного ведомства значилась Кажа-Семеновская. Вот вы видите свидетельство об окончании церковно-приходской школы 1908 года. Конкретнее у нас о школе, вон те стенды с той стороны. Вы самостоятельно посмотрите, я по вехам пройдусь. Потом начался всеобуч. В претворении в жизнь начального всеобуча вклад внесли учителя. Яковлев, Иванов, Тарасова, Апанасов, Тарасов, Михайлов, Матвеев, Васильев, Андреев. На стенде вы видите коллектив учителей 39-40-х годов. Затем, значит, к начальному всеобучу был декрет, когда перешли к начальному всеобучу,
об отделении церкви от государства и школы от церкви. Была создана единая трудовая советская школа. Вот вы видите первые здания нашей Кажа-Семеновской школы. Это ветхие деревянные здания, они покрыты тоже не так, как сейчас. Затем в 1943 году школа была преобразована в 7-летнюю, и она дала первый выпуск. Тогда она размещалась в деревянных зданиях, крытых железом, и даже были соломенные крыши. Имелось 8 классных комнат, и как старые учителя вспоминают, было печное отопление. И когда дети приходили в школу, вот этот дымок от печи все еще стоял в комнатах. Классы освещались керосиновыми лампами. А когда в село пришло электричество, то было подключено электричество. Вы видите опять здание 7-летней школы. Оно располагалось в нескольких зданиях. И первого директора это товарищ Константинов. Количество классов и учащихся я все читать не буду по учебным годам, начиная с 50-го, кончая 58-м годом. И здесь вы видите оснащение школьной библиотеки. Количество книг, количество названий по годам. Затем, значит, наша школа начала... Значит, открыта была 8-летняя школа, так называемый 8-летний всеобуч. Это был 61-62 год. Здесь вы видите 4 коммунистов нашей школы. Они и участники Великой Отечественной войны. Это Клавдий Кириллович Кириллов, это Клавдий Макарович Тимофеев, Николай Григорьевич Яковлев, Степан Григорьевич Павлов. Надо сказать, что мне посчастливилось работать вместе с ними. Я этих людей очень хорошо знаю. Это были лучшие учителя нашей школы. Здесь вы видите 63-64 год. Вот коллектив учителей. Вот как раз в деревянном здании. Здесь вы видите вот эту печь. Школа добилась заметных успехов в укреплении состава кадров. Но от того, что росло население в селе Кажа-Семеновка, возникла необходимость построить среднюю школу. Там вы увидите сами, как выделялись средства. Вначале отказали средства на строительство школы, потом нашли эти средства. Вы видите вот выписки из протоколов общего родительского собрания, где родители просили построить школу. Вот группа первых выпускников. Первый выпуск в школе был 1976 год. Так, ну это все про строительство школы. Ну, какие добрые традиции были в школе? Это, конечно, торжественные линейки, туристические слеты. Колхозу помогали школьникам сбор камней из полей, поездки, тогда нам выделяли бесплатные поездки. Коллектив учителей 74 года, 75 года. Ну, а когда началась Великая Отечественная война, наши земляки тоже приняли активное участие и имеются стенды. Вот здесь вы видите, в период войны мужчин заменили женщины. Вот здесь 2 трактористки у нас. Это Евдокия Семенова и Татьяна Иванова. Здесь у нас в час великих испытаний законом жизни стал призыв «Все для фронта, все для победы». Вы видите здесь писателя с нашего села Владимира Ивановича Озерова, Никитин, Гизатуллин, это бывшие председатели колхозов. Здесь ветераны Великой Отечественной войны и Степан Андреев, председатель Сельского совета. Здесь вы видите наших воинов-интернационалистов. Когда, значит, война в Афганистане, вот они приняли участие в этой войне. Мы их чтим, мы помним, спасибо им за все. Здесь вы видите, что в годы войны у нас в селе был детский дом. Из деревень, окружающих здесь, в Мелькинском районе, дети были собраны в детский дом. Директором детского дома был бывший учитель школы Павлов Степан Григорьевич. И когда не стало помещений, возможности здесь быть, его перевели в Микитамак. Далее вы видите участников гражданской войны. У нас в деревне такие имеются. Ну, в общем, вот революционные события. А здесь
можете повернуть сюда, сами посмотреть. И коллективы школы, и благодарственные письма, и бригада строителей. А здесь можно ознакомиться с экспонатами нашего музея, почитать. А здесь у нас стенды быт нашего чувашского зрителя. Извините, Нина Ивановна, я. Нина Ивановна, вот очень хорошая экскурсия. Я давно знаю Кажай-Семеновку, ну, наверное, лет 30 как минимум, может даже больше. Вот. Я хочу от каркаса, от ЖБЗ-1, где я был директором, преподнести в дар музею именно Кажай-Семеновки, вот боевую саблю гражданской войны, чтобы она у вас вот здесь была и напоминала вот о тех участниках гражданской войны, которые это действительно раритет. Пожалуйста. Кузнецов Сергей Владимирович. Вот это... Как? Вы же у нас сегодня, на сегодня директор музея. Вот и все. Потом разберемся. Надо еще, наверное, предупредить, что еще штык, наверное, что это от винтовки, правильно? Да. Наша задача продолжить оснащение музея другими экспонатами. Действительно. И сохранить этот музей для потомков. Это очень важно. Проводить экскурсии. А пока у нас вот этот музей хранится просто вон там в комнате. Вот так. Ждем нового клуба. Шашку в кабинет председателя на стену. Это от Единой России. А еще спасибо. На возрождение венков. Где Павел Владимирович? Московский товарищ. Да, сейчас нам сделали такие значочки. Ну, спасибо. Да. Сам председатель. Да, сам председатель. РСМР считал. Вот, сейчас сделаем. Так, и вот на память с обратной стороны написано там от кого. Хорошо. Сейчас. Спасибо. Давайте все. Спасибо. Большое подарок делаю. Уважаемые гости, дорогие односельчане, в честь павших в годы Великой Отечественной войны посвящается литературно-музыкальная композиция «Журавли». Пусть время годы, как тетрадь листает, мы чтим и помним каждого бойца. Сквозь каменистые плиты прорастают незримые солдатские сердца. Давайте, люди, поднимайтесь, люди, чтоб не люди отпрянули назад, чтоб смолк навеки волчий вой орудий, чтоб на земле не разразился ад, чтоб смерть опять народу не косила, чтоб каждый солнцу и весне был рад. У нас в руках такая воля, сила, что можем отвратить ракетный град. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей и в землю нашу
полно. Летит по небу кристаллы, летит в тумане на исходе дня. Цветов стою есть промежуток малый. Может, это место для меня. Я устаю. Да уж, народ. А на ветвях неведомый, нежданный пел песенку раскованно скворец. Он пел, не зная, что под этим кленом лежал моряк, прошедший всю войну, и радостным, веселым перезвоном восторженно приветствовал весну. Возьми до сей поры с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому, как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Святой огонь, призыв ко всем живущим. Посейте, люди, правды семена, чтоб ни сейчас, ни завтра, ни в грядущем не обожгла земной наш дом война. Возложение венцов. Минута молчания. Как сегодня? Не просто так. Хоть-мада. Альмекшенок, наверное. Это мне слива что думала. Вдруг мы это смотрите. Это говорит знакомый. Мне там рядом
Тимеш пуш, шалгужа таптар, кущульбек тора шивебе, ширмазем кашлаза юхчер, шурги живбек васказа. Савындагдыр шалгуш ушкан, илемли юрезембе, сывлык сембе ширеп пулчер, тура падар взене. Сирень умырда халық фольклор ушкане, пирень аякпа шив югат юраба. Слово предоставляется для открытия родника председателю СПК Нива Петрову Александру Федоровичу. Всем, дорогие наши гости, земляки, односельчане, друзья, коллеги, партнеры. Я очень рад приветствовать, увидеть такой состав на этом роднике. Родник, почему решили именно с этого родника его облагородить, окультурить? Во-первых, несколько причин. Первая причина — это такая традиция у нас в районе началась. Родники благоустраиваются силами общественности, силами депутатов, местных советов, спонсоров. И вторая причина — это в том, как-то так получилось, что Федор Хайруллович привез сюда, как их назвать, водников, которые занимаются разливом воды, искали хорошие источники. С нескольких родников взяли пробы. По анализам, по результатам анализов этой пробы, значит, именно этот родник, состав воды этого родника, его качество, он мне так объяснил, нехорошее, изумительное. Такой вердикт. Мы расстроились, когда сказали хорошее. Да, слово нехорошее не подходит, изумительный подходит. И, значит, с легкой руки пошла слава этого родника, люди с удовольствием берут отсюда воды. Ну и наши предки, ведь 260 лет назад не зря
пришли к этому роднику. Они вот умели как-то выбирать, наверное, и по качеству воды, по составу. И выбрали это место, и вот 260 лет наша деревня живет, развивается. Ну, немножко сейчас, может, приостановилось развитие, но это сами виноваты мы. Меньше становится молодежи, детей, подрастающего поколения. Но я думаю, все равно мы это преодолеем, все это придет в норму. Но обратите внимание, что родник обустройство еще не завершено. И не завершено не от того, что мы не успели, может, в авральном режиме как-то и сделали бы, до конца довели. Видите, процесс рабочий еще идет. Но я думаю так, обустройство оно долго будет идти еще. Обустройство мы хотим дать шанс нашим землякам, нашим спонсорам, тем, кому понравится это место, самим тоже принять участие в благоустройстве этого родника. Вот взять просто, собрать деньги с кого-то, да, огульно, вот на этот родник. И человек не будет знать, действительно ли использованы эти деньги, и куда они Александр ушли. Федорович, вы до того, значит, положительный человек, вы скажете, шанс дадим. И, пожалуйста, вот тут еще мы планируем, вкратце я говорю, пожалуйста, вы можете свои композиции внести, свои идеи подать. Там будет купалка у нас. Вот где родник, мы еще подойдем, попробуем водички испить там. Купалка, значит, Иордань, чтобы можно было там действительно в определенные дни, ну, на крещение это происходит, можно и другие дни. Люди, чтобы могли приходить на костылях, на этих, а уходили на своих ногах, искупавшись, испив этой водички. Тут еще необходимо площадку обустроить, плитку выложить, скамейку парковую, конечно, вот еще декоративные кустарники. Все это будет продолжаться. И вот кто хочет принять участие, пожалуйста, вот какой-то объект выбрать, сказать, я сюда вкладываюсь, и вот это будет. Ваша фамилия, ваше имя будет вписано золотыми буквами в истории деревни, значит. А по истории деревни мы книгу выпустили, вот буквально вчера привезли первые 200 экземпляров, можете ознакомиться. Специальный профессиональный краевед занимался этим делом, и главное, не чувашин, а он этнический татарин. По-чувашски разговаривает лучше нас некоторых, да. И вот мы его вышли на него, попросили, и он 3 года уже занимается этим. Вот результатом 3-летней работы это и стало, значит, выпуск книги. Вот мы сегодня презентируем. Презентация этой книги будет. Ну и там еще мы хотим возле родника поставить скульптуру девушки в национальном костюме, коромыслами, с ведрами и так далее. То есть фантазии, у кого как работает. Дальше вон подготовили для детской площадки карусели, качели там будут, значит, вот тоже незавершенно, видите, да. Так что в поле деятельности, так сказать, для желающих проявить себя, проявить свою фантазию, пожалуйста, мы всегда только будем рады. Ну и еще один момент, вот не все верят в приметы, и как-то вот, или это совпадение, когда вот мы в этом году уже конкретно начали заниматься подготовкой к юбилею деревни. Приехала комиссия с района, значит, заседание провели и начали, поехали по местам, где будет, значит, проходить. И когда мы подъехали к этому роднику, вот, никогда, не знаю, после будет, нет, 3 лебедя здесь плавают. Вроде водоем небольшой, да, 3 лебедя. Удивились и не улетают. Целый день они плавали, целый день. И я думаю, это хороший знак. Это говорит о том, что мы делаем благое дело, нужное людям дело. И это нас успокаивало. Мы еще с удвоенной энергией начали вот заниматься. И вот в присутствии девчата вот это руками их дело. Всем хочется, вот, кто принимал участие, сказать спасибо. Всем абсолютно. Кто даже один раз с лопатой приходил, деревья вот высаживали и так далее. Это будет продолжаться. Пожалуйста, например, одна семья, вот не у всех возможности есть. Например, сделай композицию из кедров посадили. Так ведь, вот эта семья, вот эта фамилия, здесь вот это. Кто-то дубы, кто-то липы и так далее. То есть я продолжаю это всем, что не обязательно большие деньги вкладывать.
Да. На такие дела в бюджете, конечно, всегда не хватает. У нас бюджет в основном в город уходит, там благоустраиваются парки, все делается для людей. Ну, деревня пока в этом плане остается. Но мы со своей стороны то, что можем, сколько в силах, мы должны вот это продолжать. Вот, которое я говорил, у нас в районе хорошем, не только в районе республики это идет, очень много делается по благоустройству. Мы меняем облик наших населенных пунктов, сел и деревень. Конечно, спасибо в этом случае сказать хочется и администрации района, и администрации республики Башкортостана, и в целом Российской Федерации, которая взяла курс на это, то есть на создание благоприятной среды, как мы говорим, для проживающих в этих населенных пунктах. Ну вот то, что, в принципе, хотел сказать. Сейчас хотелось бы предложить нам пройти к роднику непосредственно, испить этой волшебной водички и набраться здоровья, не болеть вам главное. Давайте все вместе попросим родник, чтобы кто здесь сегодня был, чтобы коронавирус это там всякое... Да, нечисть к нам не прилипала. Да. К сожалению, вот один из самых ярых таких. Александр Федорович, давай, коронавируса нет. Он в Москве приболел. Москвичи это все, вот они наблюдают на Чуваши коронавирус не болеют. Шутку. Вот вкратце все. Вот значит сейчас идем к роднику, потом вон поляну видели, все организованно проходим туда, там сцена, там выставки, ознакомились перед началом торжественной части с выставками вот этими и начинаем уже непосредственно как бы наш праздник. Вернее, он начался, но уже как бы продолжаем, заканчиваем, как говорится, да. Все у меня. Спасибо. Но, если вы захотите... Я уже хочу. Когда? Нет, ну, вы всегда были большим другом нашей деревни, были всегда по возможности помогали. Мы вместе выживали, нашей организации, да, взаимовыгодное у нас сотрудничество было. Ну, я думаю, и продолжится оно. Спасибо. Если других вопросов нет, пройдемте спокойно к роднику. Да, пора попить уже. Бодриться. Пора. Как пройти? Вот так где-нибудь встретишь и не узнаешь. Еще я маленький. Вместе росли ведь, вместе росли. Глубина какая здесь? Глубина метров 5 есть. О, глубокая. И никогда не убавляется вода, да? Нет. Или раньше надо было не было. Это неправильно, откуда кто придумал. Не стоит это менять. Это Тимеш, вот, кстати, я забыл сказать, я хотел сегодня вам предложить несколько названий. Светлый родник, чистый родник, главный родник. Тимеш. Тим. Деревня основывалась. Тимеш Селе, Тимеш Пузи, Тимеш Селе. Тимеш Селе, вот, Тимеш Селе. Именно Тимеш Селе. Именно так и Тулин, господин Тулин, да, здравствуйте. Я с твоим братом вместе вырос, Расулем. вот должен завтра приехать. Женя, Расулин нет. снимать. Тот первый, самый старший. А Рафис он это, да, я знаю. Рафиса не стало в прошлом году. Рафис он это помладше был. Расуль это потому, что они жили у меня, у моего деда. Да, у них же, а мы в соседи. Вообще. У моего деда жили родители. Обязательно. Это он тогда, когда переехал, это самый Балакаев, бабушка говорит, ой, Балакаев, похудел вроде как. Похудел, я бы сам Балакаев. А он говорит, кто ты пел? Сегодня, пожалуйста, кто не пел? Да, вот здесь. Вот вам нужно.
Проверь-то не было. Проверь-то не было. Да. Сюда поднимали. Давай руку. Оттуда идите, с той стороны. О, это действительно. Да? Сразу сила? Я крайний раз на Кавказе уже такой не пил. Но здесь лучше. Александр Федорович, здесь лучше разогреться. Каримов. Раскачанной победы в попоре. Сергей Владимирович, омолодился-то? Омолодился. Бодр, свеж, вообще. Как я обратно с тобой поеду? Сергей, посмотри. Понравилось, да? А я как же, я же лучше. Бодр остается. Не утекает, а ты сейчас пруд. Я город делаю, да? Можно почти давай. Я сюда корова не заходит. Буду интереснее. Сейчас коров нету.